электрический ток, напряжение. Так, электрический ток равен количеству заряду, проходящего за единицу времени через некоторую площадь. Вот проводник. В нем заряженные частицы движутся упорядоченно через определенное сечение. Количество заряда – это количество электронов, и электрон обладает зарядом 1,6 умноженное на 10 минус 19 степени кулона. То есть ток по этой формуле, если 1 ампер, взять 1 ампер, то это 1 кулон заряда, проходящего за 1 секунду. 1 кулон мы получим, если умножим 10 в 19 степени штук электронов на количество 10 минус 19 кулона. И это будет ток величиной в 1 ампер. Положительное направление тока считается направление, обратное движению электронов. Так исторически сложилось, потому что первоначально ток был открыт при прохождении тока через электролит, пропускание тока через электролит, и при этом положительные ионы, обладающие большей массой, осаждались на электрод, а отрицательные на противоположный электрод. В связи с этим количество вещества на положительных ионов положительных было по объему больше, и стали считать, что ток идет от плюса к минусу. Но в проводниках основными подвижными частицами являются электроны. Напряжение. Напряжение – это разность потенциалов. Рассмотрим на примере механики. Если поместить резервуар с водой на некоторый уровень над уровнем Земли, то в данном случае мы наблюдаем разность уровней над поверхностью Земли. И открыв кран, вода устремляется к более низкому уровню поверхности, и при этом она способна совершить работу. Например, если мы установим снизу турбину, она будет вращаться. В этом случае энергия потенциальная воды преобразуется в механическую энергию вращения. По аналогии можно сказать, что в данном случае работа совершается в связи с разностью уровня. И в электрической цепи происходит также напряжение, указывает на возможность совершения работы, но при этом обязательно, чем больше разность потенциалов, тем больше напряжение. Большую работу может совершить источник энергии. Но наличие напряжения, если мы имеем в цепи постоянного тока батарейку, обладающую энергией, то наличие напряжения не говорит о наличии тока в данном случае. Для того, чтобы ток потек, необходима замкнутая цепь. И в этом случае появится ток, и начнется преобразование электрической энергии в световую. Точно так же в розетке мы имеем напряжение 220 вольт в квартирах. И если мы подключим сюда нагрузку, то есть замкнем цепь
только тогда у нас появляется ток. Может создаться впечатление, что в проводниках заряженные частицы, электроны, движутся моментально, потому что при включении мы сразу получаем результат работы тока, сразу включается свет или какое-то оборудование. Но на самом деле это не говорит о том, что от источника энергии электроны быстро добежали, сразу моментально добежали до источника, до потребителя. Заряженные частицы заставляют двигаться электродвижущая сила, и скорость ее распространения, она приблизительно равна скорости света в вакууме. 3 умножить на 10 в 8 степени метров в секунду. С учетом среды, но скорость распространения электромагнитной волны в вакууме, она равна скорости света. Поэтому заряженные частицы по всему пути цепи начинают движение, и мы видим это, как будто происходит моментально. Хотя конкретно этот электрон сразу не добегает до нагрузки.